не могла себе дать отчет, как так случилось, что она заблудилась. Дедушка, больше всего я люблю играть с каштанкой. Лука Александрович, столяр, каштанка, насекомое ты существо. Супротив человека все равно, что плотник супротив столяра. Обычно раньше всех просыпался гусь Иван Иванович. Федор Тимофеевич иного рода господин, он кот. Хавронья Ивановна. Свинья подняла верхний пятачок и весело захрюкала. Антон Павлович Чехов, каштанка. Она прекрасно помнила, с чего начался ее день, и как в конце концов она оказалась на незнакомом тротуаре. День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрович, и его сын Федюшка
далеко. Так что прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, гонялась за вагонами Камчелецки, забегала во дворы и гонялась за собаками! Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее: «Каштанка! А? Нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Раз даже он с выражением алчности на лице взял в кулак ее лисье ухо, потрепал его и проговорил с расстановкой: «Чтоб ты и сдохла, Олега!» Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал. От сестры пошел к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и так далее. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, уже вечерело. И столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, вздыхая, громко бормотал: «Во грязях родина мати и утробе моей! О, грехи, грехи! Сейчас мы по улице идем, да на фонарик глядим, а как помрем, деяний огненной гореть будем!» Или добродушный подзывал ее к себе. Ты, Каштанка, насекомое существо, и больше ничего, супротив человека, все равно, что плотник супротив столяра. И когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг заиграла музыка, Каштанка оглянулась и увидела, что прямо на нее шел полсолдат. Когда Каштанка опомнилась, музыка не играла, и солдат не было. Тогда она побежала на то место, где оставила хозяина. Но столяра там не было. Тогда она побежала вперед, потом назад, снова перебежала дорогу. Но столяр как будто сквозь землю провалился. Тогда она начала обнюхивать асфальт. Но кто-то раньше нее прошелся в новых калошах, и все каучуковые запахи смешались с острой болью.
человечество каштанка делила на две неравные части. Хозяева и заказчики. Первые имели право бить, а вторых она сама могла кусать за икры. Заказчики проходили мимо и не замечали ее, но тем временем темнело. Каштанка прижалась к подъезду, потому что ею владел страх. Злодневное путешествие утомили ее. Ее уши и ноги озябли. И она вспомнила, что за сегодняшний день она ела 2 раза. У переплетчика перехватила немного клейстера. И в трактире кожурку от колбасы. Вот и все. Если бы каштанка была человеком, то, наверное, подумала бы. Нет, так жить невозможно. Лучше застрелиться. Когда мягкий пушистый снег полностью облепил ей голову и спину, она от изнеможения начала погружаться в дремоту. Из открытой двери вышел человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, он не мог ее не заметить. Ой, псина. Ты откуда? Я тебя ушиб? Ну, не сердись, не сердись. Виноват. Каштанка увидела перед собой коротенького и толстенького человека с обритым лицом. А где ж твои хозяева? Ты, наверное, потерялась. Ой, бедная, бедная. Что же мы будем делать? Услыхав в голосе незнакомца теплую душевную нотку, каштанка облизнула ему руку и еще от жалости заскулила. Ах ты смешная, совсем лисица. Ну что ж, делать нечего. Может быть, ты на что-нибудь-то изгодишься. Незнакомец причмокнул губами и сделал жест, который мог означать только одно. Пойдем. Каштанка пошла.